Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Как довольно убедительно описал психологический портрет Чингисхана в своем знаменитом романе, одноименном романе Василий Янчевецкий и Василий Ян, о том, что стремление Чингисхана к завоеванию мира было безграничным, сравнимое, собственно, с его титулом всемирного хана. Но мне кажется, что это некий такой исторический фрейдизм. На самом деле все завоевания Чингисхана были вызваны вполне определенными социальными причинами. И прежде всего эти причины были связаны с тем, что объединив всю страну и прекратив внутренние конфликты, Чингисхан оказался перед серьезной дилеммой. Дело в том, что если раньше все небольшие отряды племенных ополчений сражались между собой за власть, за какие-то привилегии, за добычу, то после того, как страна была объединена, то это все войско уже не могло воевать внутри страны. Огромная по тем временам армия, ну и для Монголии тем более, почти, по разным реестровым сведениям, которые сохранились у Рашид-ад-Дина и в сокровенном сказании, около 100 тысяч воинов, Монголия просто не в состоянии была прокормить это без постоянной военной экспансии. И этим было вызвано, собственно, постоянные войны, почти ежегодные войны. После того, как пало государство Хорезмшахов, монгольская армия стала преследовать самого Хорезмшаха. По разным легендам есть разные версии, но склоняюсь, что или он вообще просто пропал, или умер на одном из островов в Каспийском море, близ современного восточного побережья, на стороне Туркменистана, как бы сейчас сказали. Но, тем не менее, войска, которые были посланы вслед за ним, продолжили свой поход. И вот здесь вот на карте у нас вот это такое ответвление. Это как раз поход, который возглавили два человека, Субудай и Джебе, которых в сокровенном сказании один из сподвижников Чингисхана, потом его противников, Джамуха, называл псами с железными сердцами. И такая выразительная характеристика, потому что они действительно были одними из 4 великих полководцев, которые и принесли, собственно, военные победы самому Чингисхану. С боями и с осадами они прошли через Иран, в Закавказье нанесли поражение последовательно сначала ополчению армянских князей, потом грузинскому царю. Причем там они использовали тоже такое ложное отступление, и после этого прошли через перевалы Кавказа, очевидно, захватили, по источникам захватили проводников, которые провели их мимо укреплений Дербента, которые они, конечно, взять не смогли бы, но, тем не менее, оказавшись в степи Северного Кавказа, они вступили в борьбу с аланами и кыпчаками. Сражение, по сведениям современника этих событий Рашид Ибн Аль-Асира, длилось 3 дня, и никакая сторона не могла держать победу. И тогда
монголы пустились на хитрость. Они объявили кипчакам, что готовы с ними заключить сепаратный мир, но если бы они оставили аланов одних и сказали, что якобы мы с вами одной крови, а вот эти аланы это совершенно не наши люди. Кипчаки якобы согласились, бросили союзников, ну и монголы подряд разгромили сначала одних, потом других. Спасаясь от наступления монголов, уже в следующем 1223 году кипчаки во главе с ханом Катяном пришли на Русь, где обратились к русским князьям с просьбой поддержать их. Ну и просьба поддержать их была вполне логичная. Сначала они разгромят нас, а потом придут за вами. Так что не лучше ли защитить, пока мы все вместе и готовы союзничать против монголов? Ну и действительно, русские князья во главе с киевским князем Мстиславом, Мстиславом Удалым, Галицко-Волынским князем и еще одним Мстиславом, князем Черниговским, отправились в поход в степь и на реке Калки потерпели страшное поражение. Вот после этого начинается, собственно, история, которая нашла свое отражение на страницах летописи, но и не только. Ну, вот битва на Калке, которая привела к страшному разгрому, и фактически погибли не только три князя, в том числе и великий киевский князь, что раньше вообще никогда не бывало. Терпели поражение от печенегов и полосов, но чтобы три князя погибли, это, конечно, было что-то такое весьма необычное. И дальше монголы, проведя лето, значит, очевидно, на Северном Кавказе, пополняли свою армию, а потом ближе к осени решили наступать на Волжскую Булгарию. И, собственно, вот все сведения, которые нам известны об этом событии, это передает Ибн Аль-Асир, который, я уже сказал, был современником этих событий, написал большую книгу «Мировую историю», но она была посвящена истории, мировой истории. Как случилось так, что все страны до этого великие, богатые, могущественные, вдруг оказались разгромлены какими-то дикими варварами, которые наступали с востока. И подогревало вот его стремление описать это событие то, что это казалось предвестием конца света. То есть, ну, такая гибель, многочисленные смерти, разорения, гибель великих государств не могло быть ничем иным, кроме как предвестником страшного суда, когда наступит вот расплата за грехи человечества. И Ибн Аль-Асир старался подробно описать все события. Но вот это описание, вот этот эпизод выпадает из вообще всего того, что мы знаем о событиях монгольских завоеваний. С одной стороны, это связано с тем, что вообще восточные авторы и арабо-персидские очень мало и путано знали о событиях в Восточной Европе. Монгольские источники тоже очень путанные и очень дошли до нас, ну, в таком компактном виде. Тут такое впечатление, что, ну, были какие-то дневниковые записи, которые были резко сокращены и вошли в династийную историю чингизидов, но там буквально через запятую идет разгром русских городов, а потом сразу же идет война в Венгрии. То есть, ну, причем русские города
довольно не по значимости, не так, как мы привыкли их распределять по значимости. А вот, например, борьба вокруг Козельска тоже нашла отражение в этих самых сообщениях династийной истории монголов. А другие события совершенно вообще выпали. Но вот о этом сражении ничего не сказано. И о походе на Волжскую Булгарию, и вообще завоевании Волжской Булгарии такое впечатление, что вообще какой-то обет молчания. Специально предано забвению вообще все, что связано с Волжской Булгарией. Русские летописи тоже молчат о этом событии, но если понимать, что все, что нам известно о битве на Калке и последующих событиях, сохранились в нескольких редакциях, в нескольких летописных рассказах, но все они так или иначе уже были написаны или переписаны в конце XIII века. То есть даже киевская летопись, которая вошла в состав Ипатьевской летописи 1230 года, она содержит только часть сведений о битве на Калке. И поэтому в Ипатьевской летописи, где есть продолжение вот этой самой киевской летописи, то есть одни и те же события рассказаны дважды. Немножко с разными акцентами, но, тем не менее, видно стыковка вот этих двух текстов, то есть летописец собирал из разных текстов эти материалы. Поэтому не исключено, что, может быть, в летописи и было какое-то сообщение, но потом при редактировании в более позднее время оно до нас не дошло. Казалось бы, такое небольшое событие, и оно не должно, было какое-то сражение, где оно было, не совсем понятно. Раз много неясного, то на разных картах это событие рисовалось совершенно по-разному. Вот я привел только некоторые тут материалы. Поход получается, значит, с одной стороны, вот он чуть ли не где-то битва под Суваром, то есть, это как бы в пределах современного, значит, Спасского района. Здесь, значит, получается, что чуть ли едва ли не до Булгары, причем в Предволжье, значит, эти войска дошли. На некоторых картах битва совершается где-то в районе Самарской Луки. Понятно было, что настолько расплывчатое сообщение Ибн Насира, что из него извлечь что-то довольно трудно. Действительно, если весь рассказ распределить по темам, то таким базовым моментом, то можно увидеть, что, значит, с одной стороны, жители Булгары услышали о приближении к ним монгольского войска. Они приготовились к отражению наступления и устроили засады, выступили против татар, монгольского войска, встретились с ними, заманили в засаду, напали со всех сторон, напали из тыла и с фронта и нанесли поражение, причем перебили их множество, а уцелели немногие. То есть вместе с вырвавшимися войсками во главе с Субадеем и Джами сохранилось около 4000. Это каждый пятый, наверное. Но где происходило это событие, никто не знал, и можно было бы только предполагать. Но последние годы очень активно велись археологические исследования на Золотаревском городище. Городище это было известно давно, еще в середине XIX века. Саратовский краевед и историк Кротков
вел на нем, ну, обследование и описал это городище как очень укрепленное, очень своеобразное, но потом Михаил Романович Полесских копал, ну, на самой вот южной оконечности городища и даже раскопал вот такую проездную башню, ну, вот разные виды этой самой угловой проездной башни, которая была зафиксирована. Там же он нашел большое количество оружия, что, ну, тоже неудивительно, поскольку город, очевидно, вполне был разгромлен при монгольском нашествии и пал в результате вот ожесточенной схватки. Что бросается в глаза и что удивительно, даже если посмотреть просто на план этого городища. Всего на территории Волжской Булгарии известно около, ну, 180 городищ. Ну, довольно много среди них просто, ну, таких круглых или квадратных, подквадратных в плане. Они имеют, ну, двойную, тройную систему валов и рвов. Ну, понятно, там, где многочастные укрепления, допустим, Беляжские, то есть там 3 ряда внутренних стен и 2 ряда внешних стен. Но это огромная территория, там почти периметр этих стен там около десятка километров. А вот чтобы маленькое носовое городище имело не 2, не 3, а 4 вала, такого ни на одном городище Волжской Булгарии нет вообще. И, ну, ясно, что ну, допустим, вот этот первоначальный, да, он потом расширился. Ну, вот уже вот как-то еще расширилось. А вот внешне вот этот самый, он вообще непонятно для чего. И потому что защищаемая площадь очень небольшая. Ну и смысл какой? Но все оказывается не все так просто. Ну вот в плане еще раз это самое городище. Ну, как я уже говорил, оно очень небольшое, почти, ну, 13 гектаров. Это не маленькое городище, но и не самое большое, не самое большое. Даже в сравнении с другими городищами в Пасурии на территории современной Пензенской области есть гораздо большие. Ну, например, Юловское городище, оно, ну, почти в 2 раза крупнее. И, скорее всего, Юловское городище было тем самым городом Буртас, который видел венгерский доминиканский монах Юлиан, посетивший эту страну буквально перед самым монгольским завоеванием в 1235 году. Он пишет о том, что это большая населенная страна, все жители, которые такие мусульмане, они спасли его от голодной смерти, и дальше он продолжил свое путешествие по Волжской Булгарии. Ну вот видно, это еще раз городище, редколесье, но это современный лес, то есть в древности, в Средневековье этого леса не было. На городище вот оно практически все вскрыто. Вот видно площадь эту только вскрыта. Сейчас еще продолжается. Найдены были землянки, ремесленные мастерские. Ну, в целом, довольно обычное городище. Необычное, ну, наверное, только то, что это городище было, ну, насыщено украшениями, в том числе довольно, ну, обычно это находки такого типа, ну, являются случайными или какие-то клады. А чтобы на площадке городища в массе своей были найдены эти украшения, особенно, ну, вот серебряные витые браслеты или вот трехбусинные вот височные подвески,
А здесь была, видимо, какая-то ювелирная мастерская. Вот этих трехбусинных желудеобразных височных подвесок, ну, наверное, целое ведро было найдено. А, потому что, ну, целая россыпь. Я не помню, это больше 300 штук, что ли. То есть это явные заготовки для украшений. То есть, ну, видно, они различаются даже по качеству. Серебряные сделаны более высокопрофессионально, а вот это, видимо, носили, ну, реконструкции, они носились, ну, такими основными обычными горожанами, а может быть, и окружающие села тоже пользовались этими украшениями. И они были попроще, и сделаны из меди и из латуни, а сверху покрывали их, ну, таким оловянистая бронза, и они белели, как серебро. Ну, поэтому вот, это не все изделия серебряные. Серебряных довольно мало. Ну, понятно, это безмонетный период, серебра мало и здесь нет. То есть обычные украшения, весьма характерные для Волжской Булгарии. Это прямо эталонные. Ну, вот мусульманский амулет здесь, это еще интересно. Такой тумар для хранения ну, свитков Корана. Такие коранницы своего рода. Ну, огромное количество различных земледельческих, ремесленных орудий, бытовых. И, ну, опять же, керамика и столовая бытовая посуда ничем не отличается от памятников Волжской Булгарии. Ну, вот сейчас вернемся. А что создает удивительную и не встречающуюся нигде картину, это то, что предметы вооружения найдены не только на площадке городища, но и в окрестностях этого самого городища, причем находок предметов вооружения из окрестностей даже больше, чем на самом городище. Что, ну, вызывает, по меньшей мере, удивление. И первоначально, когда исследователи стали находить, интересно, что с XIX века велись раскопки, но никто никогда не искал эти предметы вооружения и вообще находки за пределами городища. Все обследовали саму площадку городища. А когда стали, ну, деревья, вот это мелколесье рушились, обнажались корни, и вдруг стали находить огромное количество вещей. После этого стали ходить уже с металлоискателями, пока они не были запрещены, и оказалось, что там вокруг огромное количество предметов вооружения. Но надо сказать, что войско Волжской Булгарии для того времени было довольно передовым. И если представить воинов Волжской Булгарии, то это вполне хорошо вооруженное войство, то есть это тяжело вооруженные всадники, латники, составлявшие основу войска. Ну, очевидно, по количеству их было не так много, но они вполне могли давать отпор любой современной для того времени армии, в том числе ничем не уступали и русским дружинникам. А среди выдающихся находок, которые сделаны на территории Волжской Булгарии, это, например, маска Забрала. Это деталь шлема, имеющая восточное происхождение, но здесь видно, что эта маска неоднократно бывала в настоящих сражениях, и у нее, значит, видимо, одним косым ударом был разбит нос, он заделан с внутренней стороны, медным раствором была прикреплена стальная пластинка, укреплявшая вот нос, и пробита вот глазная тоже дуга. Она тоже была заделана, там сохранились клепки, ну, потом они, видимо, выпали. И вот деталь, которая крепила, собственно, вот этот самый к шлему, а отверстия крепили эту маску к кольчужной бармице. То есть это вполне рыцарская защита.
Такие маски были хорошо известны на Ближнем Востоке. Но, если помните, был фильм Ридли Скотта «Царствие небесное». Там король Константинопольский Балдуин ходит в таком шлеме. Но там он как бы действительно был болен проказой и ходил, но не в таком, конечно, металлическом, это уже для красоты, но в таких масках как раз ходили и в том числе воины. Различный набор вооружений, в том числе и пики для ударного, такого рыцарского удара. Но были еще, очень своеобразные, допустим, запястные пластины, которые защищали руку от удара тетивой. То есть лунки были довольно мощные, и из-за этого требовалась защита запястья. Были в том числе ударные клевцы, булавы-клевцы, которые позволяли наносить ошеломляющий удар, пробивая доспехи. Но в окрестностях городища найден еще целый ряд предметов вооружения, причем не на самом городище, который удивительным образом не находит себе аналогий среди предметов вооружения Волжской Булгарии. Во-первых, огромное количество, просто невероятно огромное количество предметов, плакированных золотом и серебром. Это стальные, как правило, или бронзовые детали пояса и детали конской амуниции. Такие, и все они покрыты золотом и серебром. То есть детали, это султанчики на конское оголовье, а это все различные детали для конского и поясного снаряжения. Самое интересное, что ближайшие аналогии и единственное место в Евразии, где такие изделия производились, была Хакаско-Минусинская котловина. Местные кыргызы славились работой, ювелирной работой, и изготавливали вот эти самые изделия. Какая-то часть этих изделий, очевидно, была присуща аристократии кыпчаков, но не такая красивая, не такая покрытая золотом, серебром. Это просто, как правило, были стальные, железные подобные наконечники. А вот плакированные золотом и серебром — это отличительный момент, который характеризует вот эту самую скифскую культуру. И возник вопрос, а вообще как изделия из Хакаско-Минусинской котловины попали на территорию Пензенской области? Понятно, что археологи люди умные, и они стали думать, раз там и там, значит, есть, значит, были какие-то миграции, контакты. И очевидно, что переселились какие-то кыргызы, которые жили не на самом городище, а в окрестностях, и использовали вот эти самые изделия, и они здесь осуществляли охрану этого городища. Странно только то, что почему-то только в одном месте они жили, и вот здесь вот это самое городище охраняли, а соседнее большое, гораздо большее городище вообще не охраняли. Ни одной детали вот этого самого конского снаряжения подобного типа там не найдено. Большое количество найдено всего. Сейчас по разным оценкам говорят около 3000 наконечников стрел. Я так скажу, всего коллекция наконечников стрел Волжской Булгарии из Национального музея Республики Татарстан насчитывает около 900 наконечников. А там в окрестностях одного городища больше 3000 различных наконечников стрел, причем значительная часть из них связана своим происхождением
именно с азиатским миром, то есть Центральной Азией. Ну и вот здесь опять же эти самые украшения э, конского костюма, ну прям видно вот эта самая золотая плакировка, прямо несмотря на долгие века и лежание, нахождение в земле, тем не менее она сохранилась. Есть и еще целый ряд, ну, вот эти самые наконечники стрел, которые имеют восточное, центральноазиатское происхождение. Но вот есть еще группа изделий, вот такие втульчатые ножи, как их характеризовали. Так вот, это никакие не втульчатые ножи. На самом деле это вполне четко и хорошо известный такой вид оружия, так называемые пальмы. Это что-то среднее между копьем, рубящим оружием не назовешь, но такое универсальное оружие пастуха. То есть им можно и рубить, и колоть, и оно на таком полутораметровом древке находится. То есть волков отгонять там от стада, драться им можно, но при этом это, ну, нераспространенное вообще оружие. Оно было характерно для, ну, современной Северной Монголии, Бурятии, при Байкалье, а потом проникло с группами тюркских кочевников на территорию современной Якутии, где, ну, преобразовалось в такое своеобразное якутское оружие, тоже с длинной рукоятью и вот с широким таким лезвием, ну, не длинным. То есть, ну, получается, что а, какие-то кыргызы, значит, были здесь пальмой, которые, кстати, для кыргызов не были характерны. У них там это всего один экземпляр вот этой пальмы найден в памятниках этой самой аскитской культуры. Ну, вот находки из, ну, вот как деталь конского снаряжения бронзовая, вот такая устрашающая маска, но довольно выразительная, красивая. Ее сейчас используют в качестве такого символа золотаревского городища. А это, я вам скажу, вообще что-то с чем-то. Вот слышали, наверное, рассказы о золотой пуле, которую якобы мафия, значит, посылает своим противникам. Так вот, это стрелы, плакированные золото. То есть настоящие боевые стрелы, покрытые ну, тонкой золотой фольгой. Ну, вообще, ну, золотая пуля, можно, конечно, так представить, но чтобы ее стрелять, это явно не предназначенная для того, чтобы стрелять и такими стрелами в бою. Это часть какого-то очень богатого парадного костюма, ну, человека, который может иметь целый колчан таких золотых стрел, ну, понятно, что он, ну, в случае чего может наградить этой стрелой, может целеуказание какое-то дать, может вручить гонцу. Но ясно, что он не собирался их пускать, дарить противнику, значит, такую дорогую вещь. Кроме того, что, ну, цена золота на каждую уходила, а еще и, ну, смысл какой пускать эту стрелу в противника. Ну и сабли, которые найдены в окрестностях, это сабли, которые известны в XIII веке и распространились уже в период Золотой Орды. Ну, об этом мы поговорим дольше, но здесь нам важно отметить, что в Волжском, в Булгарии все эти сабли датируются не ранее XIII века. Ну и, скорее всего, связаны как раз с борьбой с монголами, и попали они сюда вместе с этими самыми монголами. Но есть еще одно очень, ну, прямо скажем, уникальное изделие, ну, которое вообще сразу, когда его нашли, сразу стало многое понятно. Это деталь поясного набора в виде, вот видите, такой тигр свернувшийся. Ближайшие аналогии ему
Что бы вы это самое сказали, где? Это приморские городища, которые относились к самой северной периферии Джурдженской империи, а потом, когда джурджени распались под ударами Чингисхана, образовалось там небольшое государство. Ну, на территории вот современного российского Преамурья, Приморья. И на одном из таких городищ, вот, смотрите, найдены, ну, прямо как будто бы из одной, прям это, отлитой мастерской. А вот ближайшие опять им аналогии. Это поясные наборы, ам, которые найдены в различных памятниках периода завоевания и становления Золотой Орды. Ну вот видите, какие свернутые хищники. Это формирующаяся имперская культура монгольская. И эти пояса никто никогда ими не торговал, никто их не продавал. Это пояса изготавливались, ну, штучно и служили предметом дарения. Вот эти, например, пояса золотые. И вот этот самый поясной набор из местечка Олень-колодец, вот он такой. Ну вот это находки из этого самого погребения. Оно сохранилось неразграбленным, и это уникальное просто явление. Ну, кроме того, что вот чаша с драконом — это один из высших должностных рангов, скорее всего, человека, который был погребен. Золотой пояс с этими самыми тиграми. И вот этот топорик уникальный, это тоже самый топор, платированный серебром. Такие топоры известны в Центральной и Восточной Европе только в одном месте. Это Пруссия. И, скорее всего, человек-носитель вот этого самого пояса и этого самого вооружения, это человек, который сражался в битве при Лигнице, где сражались в том числе тевтонские рыцари ордена, потерпели поражение от монголов, и это военный трофей. То есть ясно, что человек, который потерял пояс Золотаревского городища, он вообще относился к высшей аристократии. Ну и вообще находки аскистского вот круга памятников связаны, несомненно, с монгольским нашествием. И одно из таких найдено в территории Венгрии, оно связывается с монгольским нашествием. Ну, какой-то воин, который погиб при завоевании Венгрии, и у местечка Ратамас были найдены такие изделия, которые связывают, в единый массив вот эти вот самые находки и монгольское наступление. Ну, и это вот как раз эти самые монгольские воины, которые сражались. Ну, и, собственно говоря, вот булгары, которые противостояли. Таким образом, можем сказать, что в чем тут общее понимание этой самой ситуации. То есть, с одной стороны, мы имеем дело здесь. Значит, вот этот явно монгольские, находки. Это платированный серебром, это аскийская часть, и поясной набор — это Преамурье, Джурджени. Где, в каком месте этот комплекс мог, то есть речь не идет просто о каком-то переселении механическом людей из Хакаско-Минусинской котловины. Если бы так, тогда бы вещи были сконцентрированы вокруг этих вещей, и не было бы других
таких изделий, как приамурские или ну, центральноазиатские, монгольские типа пальм. Значит, единственное место, где этот комплекс мог создаться, это войско монголов, ну, в частности, войско Субудая и Джебе, которые набирались в том числе из разных подразделений. И основную часть, по источникам нам это тоже известно, что Субудай собирал войска из северных народов, которые участвовал в завоевании этих народов вместе с Джучей, и собирал свой тумен вот как раз в том числе из этих самых войн. Следовательно, получается, что этот комплекс является местом, ну и был, собственно, возник как археологическое явление, мог только в одном случае, если в окрестностях этого самого Золотаревского городища в окрестностях этого Золотаревского городища был произведен настоящий разгром вот этого самого войска Субудая и Джебе. И никакого другого места, где бы совпали вот эти все находки, сведения письменных источников быть, собственно говоря, не могло. Тем самым получается, что мы в целом все историки, археологи являемся свидетелями уникального открытия. Пензенские археологи открыли не просто место, где произошло сражение, не только раскрыли его, и дальше мы будем, ну, постараемся понять, как вообще само это сражение протекало, но и то, что ну, вообще у нас мало находок на раннего периода завоевания монгольского. А здесь мы видим, как эта армия Чингисхана формировалась. Это не только монголы. Может, даже как раз движущей силой были совсем не монголы, а все вот эти самые покоренные народы, ну, покоренные условно, они, ну, судя по золоту, которым они носили воинский костюм, они вообще вполне влились в вот эту самую военную имперскую систему. Тем самым это была мощная ну, интернациональная имперская армия, во главе которой стояли люди, ну, очень богатые и знатные, которые, ну, потеряли даже детали своей конской узды. И это. Как получилось так, что другие места сражений, ну, допустим, нам не так вообще мало что известно. Ну, битва на Кондовче, например, Куликовская битва. Ну, мизер. Вообще там, если 20 каких-то находок предметов вооружения на Куликовом поле, это еще очень хорошо. И это там чуть ли не постоянно ходят с металлоискателями, ищут. Ничего там нет. Ничего подобного. А здесь прямо россыпь этого самого оружия. Я думаю, что это связано с тем, что осенью произошел этот разгром, но и сами булгары потеряли, ну, значительное число людей. Потом выпал снег, потом стали собирать в этом редколесье какие-то вещи во многом, потому что многие находятся на городище. То есть стали собирать в виде трофеев. Эти вещи стали расходиться. Рядом есть очень интересный могильник, мордовский могильник, насыщенный подобным оружием. Но это могильник домонгольский. То есть в золотарнынском времени прекращает свое существование. Значит, буквально первые десятилетия XIII века были насыщены вот эти, то есть какие-то дружины окрестные народы, в том числе финно-угорских, мордовских каких-то дружин, участвовали в этом сражении. И они собрали с собой ну, значительную часть трофеев. И были погребены этим могильником. А после этого прекратили свое существование. Но собрали не все. А в 1236 году на эту территорию обрушилась новая армада монгольских войск, которая полностью разрушила. Все городища в Пасурье разрушены
и больше никогда не возобновлялись. Улус-Мухша это, ну, как бы на 80 километров было на северо-запад были перенесены как бы все памятники, и Золотоордынская Улус-Мухша вокруг, ну, современного Наровчата. А в Пасурье была пустая, ни одного поселения Золотоордынского. Ну, как, видимо, в Беляре, который тоже прекратил свое существование, и на этом месте, на территории Белярского городища, никаких золотоордынских слоев нет. Город Беляр Золотоордынский располагается, ну, вокруг, ну, рядом с рекой Черемшан, а на самом городище никогда не возобновлялась жизнь. Так и здесь. И это способствовало тому, что люди забыли, что здесь было сражение, а может быть специально монголы. Ну, я же говорил, что ни в одной династийной летописи об этом нет никакого упоминания. То есть это поражение, видимо, для непобедимого полководца Субудея было таким несмываемым позором, который он хотел забыть. Именно поэтому он мстил, и булгар мстил очень жестоко. Ну и, тем не менее, археологические следы этого остались, они были счастливым образом найдены, и теперь мы можем вот не просто сухие строки из восточной летописи, но и даже в деталях показать, как это сражение, собственно, происходило. Действительно, судя по данным, которые мы знаем, очевидно, монгольские войска расположились лагерем у подножия холма. Часть войска пыталась штурмовать, и в это время на них с тыла и с флангов ударили свежие булгарские войска, которые смели вот эту самую войска и нанесли им страшное поражение. Именно поэтому вот в окрестностях именно городища располагается как раз значительное количество вот этих самых находок, предметов вооружения, в том числе, ну, и уникальных, которые, конечно, бы, если бы, ну, была возможность, собрали и нашли бы. Но такой возможности не было. И тем самым вот сохранили для нас очень интересный эпизод истории булгаро-монгольских войск. Ну, а вообще о этих самых войнах, я думаю, что мы поговорим на следующей лекции. Благодарю за внимание. Free audio post-production by alphonic.com